أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, уд'уни астаджиб лакум». Обращайтесь ко мне с мольбой, вознесите дуа. Дуа – мольба. То есть молите меня, просите у меня, и я отвечу вам, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Но те, которые отворачиваются от этого ибадата, от этого вида поклонения, значит, дуа – это вид поклонения, то я его брошу в джаханнам, в огонь ада, за то, что он высокомерием своим, он возгордился и ушел от поклонения мне, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Уд'у раббакум тадарруан ва хуфьятан», говорит Аллах Субхану ва Тааля в следующем аяте. И когда вы обращаетесь с мольбой ко мне, когда совершаете дуа, то делайте это в тайне. То есть, что такое в тайне? То есть, от всей души. То, что у вас наболело, просите. И в страхе, то есть, боясь Аллаха. Боясь потерять его взгляд, его божественный взгляд, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Юхиббухум ва юхиббунаху». Если только Аллах Субхану ва Тааля полюбит этого своего раба, то только тогда Аллах Субхану ва Тааля, после любви Аллаха, в сердце человека пробуждается любовь к Аллаху. «Ради Аллаху анхум ва раду ан». После того, как Аллах Субхану ва Тааля, если соизволит быть довольным нами, в сердце человека начинает пробуждаться довольство перед Аллахом. И здесь тоже бойтесь того, что Аллах отвернется от вас. Тадарруан ва хуфьятан, в тайне, со всеми своей болью, со всем своим стремлением. Дуа ибадат, дуа мольба, поклонение, это вид из поклонения. То есть совершается, когда же совершается мольба, когда же мы обращаемся с мольбой к Аллаху. Бывают разного вида дуа, то есть когда у нас что-то не получается, нас настигают несчастье и какая-то болезнь или что-то, мы обращаемся к Аллаху. По этому поводу Аллах Субхану ва Тааля тоже говорит, что когда вас настигает шторм в море и ураган, и вам страшно, и вы видите уже лицо смерти, вы возносите руки к небесам и просите Аллаха: «Я Раб, Я Раб, Я Раб, помоги». Если мы сможем выйти из этой опасности невредимыми, мы тебе совершим вот такой вид поклонения. Когда же я вас спасу от этих бед или несчастий, вы выходите и ходите по земле, как будто вы ничего не обещали мне, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть с обязательным исполнением того, что ты обещаешь Аллаху, когда воздаешь дуа, когда воздаешь мольбу. То есть нужно молить Аллаха так, что если ты обещаешь что-то, если ты обещаешь исправиться и пойти по пути, правильному пути Аллаха Субхану ва Тааля, то ты должен обязательно это исполнить. Это один из принципов дуа. Дуа совершается с искренностью, со всем своим сердцем. Перед тем, как совершить дуа, человек должен покаяться перед Аллахом, попросить прощения, воздать благословение и приветствие Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если вы начинаете свою мольбу возносить дуа, и перед этим произносите «Альхамду лиллахи раббил аламин» и «Вассалату вассаляму аля сайидина аль-мурсалин Мухаммадин Мустафа ва аля алихи ва сахби аджмаин», то есть восславляете Аллаха и воздаете салават, благословляете, просите благословения и приветствие Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И после того вы просите Аллаха и также
заканчиваете дуа «Саллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил аламин», и есть очень большая вероятность, что твоя мольба будет принята, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы должны восхвалять Аллаха, возвеличивать Аллаха, потому что есть в одном хадисе, который приводится в Танбихуль Гафилин, Абу Лайс ас-Самарканди, и там говорится, если какой-то раб Аллаха выйдет к морю и искренне от всего сердца воскликнет «Аллаху Акбар», Аллах Субхану ва Тааля шириной этого моря, шириной этого горизонта воздаст ему вознаграждение и поведет его правильным путем. И в судный день он будет обезопасен. То есть мы должны восхвалять Аллаха перед тем, как вознести мольбу, как вознести дуа, как совершить дуа. Еще есть такое, что перед этим ты должен делать только благие дела. Посмотрите на того человека, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Один из вас выходит в поле, возносит руки к небесам. То есть мы возносим руки к небесам и начинает просить Аллаха: «Рабби, Рабби, Рабби». Но, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тот путь, по которой он ходит, то есть его жизнь сплошная из харамов, пища его запрещена, харам, одежда на нем получена путем запрещенных действий, харам, и вся его жизнь прозябает в запрещенных хараме, то как же Аллах ответит? Думаете, что Аллах ответит на его мольбу? Нет, конечно, не ответит, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, что нужно делать? Нужно жить праведной жизнью. Каждый день ты должен делать праведные благие дела. И только в том случае ты будешь полностью уверен, что твоя мольба, твоя дуа будет принята Аллахом. Некоторые спрашивают: как же мне выйти из какого-то, из этого или другого трудного положения? Что же мне делать? Когда ему говорят: попроси Аллаха, вознеси мольбу, соверши дуа Аллаху. И после этого он отвечает. И знаете, как он отвечает? Да я уже совершил несколько раз дуа, я уже возносил мольбу несколько раз, много, сколько раз? 3 раза я уже просил у Аллаха, говорит он. Как же ты просил 3 раза за свою жизнь и хочешь, чтобы тебе сразу все было уже скатерть-самобранка? Да не получится так. Для того, чтобы просить у кого-то, даже у своего начальника, там, где ты работаешь, ты должен хорошо работать, ты должен быть дисциплинированным. И после этого, когда ты пишешь заявление: прошу мне дать какой-то отпуск или материальное вознаграждение, помощь, твой начальник, твой руководитель смотрит на твое заявление: такой-то человек, да, он добросовестный работник, он дисциплинированный, он никогда не пропускает свою работу, он до конца делает свое дело, начатое дело, и всегда послушный, и всегда он такой исправный работник у меня, и налагает визу, выдать ему, исполнить то, что он просит. То же самое у Аллаха. Если ты добросовестный, если ты искренний, если ты добропорядочный мусульманин, то есть ты постоянно знаешь, что ты раб Аллаха, и постоянно ты стремишься к Его милости, исполняешь все то, что Он говорит, то есть большая вероятность, что Аллах Субхану ва Тааля воспримет твою мольбу. «Уд'уни астаджиб лакум». Просите меня, и я отвечу на вашу мольбу, на вашу дуа, говорит Аллах Субхану ва Тааля. А Аллах Субхану ва Тааля никогда 2 вещи по-разному не говорит. Если Он обещал, значит Он все это сделает. Когда человек выходит в путешествие, тоже очень принимается дуа. Во время путешествия, когда идет дождь, тоже молим Аллаха и просим: о Аллах, дай умме Мухаммада. Сначала просим за всех мусульман.
за всех своих близких и только в конце просим за себя. Вот тогда уже будет принята наша мольба. Потому что мы привыкли, что просим ради себя. Но посмотрите, мы говорим, что мы живем по сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи. Мухаммад, саллиллаху алейхи, что делал? Какова же его сунна? Его сунна – уммати, уммати. То есть он сначала просит за свою общину, не за себя, не за своего отца, не за свою мать, не за своих родственников, за умму, уммати, уммати, первым делом уммати. Моя община, говорит Мухаммад, саллиллаху алейхи. Так мы, мусульмане, если мы говорим, что мы следуем сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, мы должны тоже самое просить сначала за всю умму, за всех мусульман. Аллах Субхану ва Тааля примет нашу мольбу. После этого мы должны знать, что мольба родителей очень воспринимаема. Если родители помолятся за своих детей, то это примется перед Аллахом, особенно мольба, дуа матери. После этого самое то, что вы должны бояться, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи, это дуа, мольба мазлюма. Мазлюм – обиженного человека. Если ты кого-то обидел, если ты его очень сильно обидел, то есть зря обидел, не просто так, что то, что он мне что-то сказал, и мой нафс это не воспринял. Нет, ты его оскорбил публично, ни за что, про что. Ты отнял у него его достаток, ты поиздевался над ним, побил его, ты разрушил его дом, ты пролил его кровь. То есть бойтесь, что если вы кого-то обидели, если вы что-то сделали, какой-то вред кому-то, бойтесь того человека, которому вы принесли обиду, сделали вред. Если он попросит Аллаха, то его дуа сразу же воспримется. Мы это видим сегодня. Мы это видим, наблюдаем, как просто так, издеваясь над мусульманами, беззащитными мусульманами, некоторые люди, даже мусульмане, получают свое воздаяние, получают и получат, иншаллах тааля. Аллах Субхану ва Тааля, Он всегда сдерживает свои обещания. Он единственный, который никогда не нарушает своих обещаний. То же самое мы должны молить Аллаха в тайне, в укромном месте, среди ночи. Будем мы в путешествии во время дождя, или будучи родителями, или если мы обижены. Да упасет Аллах от тех обид, которые приносим мы друг другу. Да сделает Аллах Субхану ва Тааля нас праведными мусульманами. Когда мы обращаемся к Аллаху, мы поднимаем руки, потому что есть в хадисах, где показывается, что Мухаммад, саллаллаху алейхи, всегда воздевал руки. Один раз он воздел руки так, что были видны его белые подмышки, когда он просил дождь во время прошения дождя, во время намаза истисқа. Потому что за ним стояли тысячи людей, и чтобы все видели, он поднял руки наверх. И рядом стоящие говорили, что мы даже видели его белые подмышки. Но в большинстве случаев он держал на уровне груди, поднимая ладонями кверху. И он никогда не опускал руки, пока не протирал свое лицо. И говоря аминь. Почему же мы воздеваем во время мольбы ладонями кверху? То есть, когда мы стоим на намазе, мы ладонями обращаемся в сторону киблы. Когда мы совершаем дуа, намаз гибадат. И дуа гибадат, вид поклонения. Когда же мы обращаемся с другим поклонением, мольбой, дуа, то ладонями мы обращаемся в сторону арша. Во время молитвы, во время мольбы не воздевайте глаза наверх, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи. Из-за этого он всегда, не воздевая глаза наверх, он воздевал руки и смотрел на эти ладони, и потом протирал лицо. И никогда он не опускал, мы никогда не видели, чтобы он опускал руки просто так, не протирая лицо, говорит. Есть некоторые люди, которые прочитали там или там некоторые хадисы,
и не обращает на книги по фику, по иль-махаль, на книги ученых, которые собрали муджтахиди мутлак, табирини и атбагут табирини. Они отрицают эти книги, думая, что они лучше, чем муджтахиди мутлак. Они сами как бы муджтахиды. Но эти люди, извините, еще не воспитав свой нафс за несколько месяцев или за несколько лет, они не смогут достичь того, что достигли те муджтахиды, уровень которых был более высок, которые видели и сахабов, которые видели и табиринов, и сами были табиринами или были атбагут табиринами, про которых Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорил, что 3 поколения, которые никогда не заблудятся. Это поколение моих сахабов, поколение их учеников табиринов и их последователей атбагут табиринов. Дуа рибадат. Мольба – это вид поклонения. То есть обращайтесь ко мне, говорит Аллах субхану ва тааля, и я отвечу вам, где бы вы ни были, в каком бы состоянии вы ни были, если вы полагаетесь на меня, и если вы терпеливы и искренни, и ходите по тому пути, по которому я вам заповедал, по сират аль-мустаким, удерживаетесь от харама и стремитесь к халялю, то я никогда не отверну ваши руки, просящие пустыми. Я отвечу на ваши просьбы и приблизю вас к себе. И мы молим Аллаха: о Аллах, сделай так, чтобы мы были твоими близкими рабами, твоими любимцами, такими же, как и наш пророк Мухаммад Мустафа, алейхиссалату вассалям. Сделай так, чтобы мы были рядом с ним в раю и созерцали твой лик. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.